есть человек должен быть, очень сильно должен бороться, чтобы именно поменять свой нрав. Посланник Аллаха сказал, после единобожия, после того, чтобы... То есть первая миссия это, чтобы люди уверовали в единого Бога и ушли из язычества. Второе, после уверования в Аллаха, я был послан для того, чтобы довести ваш нрав до совершенства. Именно исправить ваш нрав. Об этом сказал посланник Аллаха. И человеку легко за один день можно одеться там, религиозным вид там, принять, там, за месяц отпустил бороду, надел шапочку, там, одел хиджаб, но чтобы поменять свой нрав, который там в тебе воспитывали 15 лет, 20 лет, поменять свой нрав, это очень тяжело. И здесь должно быть действительно искреннее намерение поменяться и прилагать большие усилия, чтобы этого достичь, изучать религию, изучать свои обычаи и традиции, и согласно этому стараться менять себя каждый день. Конечно же, очень хорошо влияет общество. Когда ты находишься в таком обществе воспитанном, когда рядом, который с тобой сидит постоянно, тебе сперва наливает воду, потом себе, когда что-то дали покушать, он сперва тебе предлагает, ты к этому начинаешь постепенно привыкать, и ты тоже начинаешь то же самое делать. Или когда ты заходишь, там, в семья, воспитанная семья, дети встают, там, и так далее, то понятно, что твои дети тоже, если будут там жить, они это все увидят, и они это начнут воспринимать. Очень сильно на это влияет общество. И наоборот, если ты находишься в таком окружении, где люди себя ведут невоспитанно, и это считают чем-то достоинством каким-то, то ты будешь таким же, как посланник Аллаха сам сказал, каждый будет в судный день с тем, кого он любит. Так посмотрите, кто твой близкий. Кому ты подражаешь, с теми ты и будешь и в этом мире, и в следующем мире. И посмотри, кто твой близкий. Если твой близкий действительно хороший, воспитанный, религиозный человек, и ты любишь его и любишь находиться с такими, то ты из них, ты тоже такой же. Может, ты не замечаешь себе, но каких людей ты любишь и с какими ты общаешься, вот посмотри на них, ты такой же. И старайся выбрать себе тех людей, которые вот действительно воспитанные, имеют хорошие нравы и так далее. И так нужно себя воспитывать. Невозможно быть в плохом обществе и самому как-то вот быть по-другому, это тяжело. Поэтому семья очень важна. Когда в семье правильно воспитывают, родители правильно воспитывают своих детей, как я уже говорил, как сказал Али ради Аллаху анху, один из подвижников пророка, воспитание детей это как рисунок на камне. Вот сидят же, молоточком бьют и рисуют на камне, выбивают какой-то рисунок. И он сказал, если ты сделал красивый рисунок, ты будешь всю жизнь смотреть и наслаждаться. Если же ты сделал плохой рисунок, ты будешь всю жизнь смотреть и печалиться, и сожалеть. Но вариантов переделать нету, потому что уже камень или надо разбить, или надо новый камень какой-то, где ты будешь заново рисовать, но этот камень ты уже не исправишь, потому что ты довел его до того, что он уже такой камень тонкий, то есть весь слой, который можно было рисовать, ты уже сделал. Исправить возможности нет. Поэтому, если ты вырастил ребенка там, до 20 лет и сделал его таким, то в дальнейшем, если он попадет в хорошее общество, конечно же, он может исправиться, но ты уже вложил его то, что нужно менять уже годами. Это невозможно поменять за день, но человек должен прилагать усилия, читать, желать исправиться. Если человек не желает, это очень тяжело.